Проект «Аква-агропромышленный комплекс «Золотой берег» объединяет сразу несколько направлений: переработку фруктов и орехов, производство эфиромасличной продукции, аквакультуру, тепличное хозяйство и выпуск кормов. Ключевой принцип – максимальная эффективность использования ресурсов. Вся система выстроена таким образом, чтобы минимизировать отходы и снизить издержки за счет их повторного использования внутри одного производственного цикла. Мы подготовили к реализации наш проект, который состоит из следующих блоков. Это глубокая переработка всех фруктов, эфиромасличных, орехов, фундука и так далее. Второй блок – это медийная устричная ферма. Третий блок – это корма. Они используются для выращивания рыбной продукции, рыбоводства. В дальнейшем на перспективу делать два вида кормов: для рыбоводства и для животноводства, что очень актуально для нас и для Республики Абхазия. Далее тепличное хозяйство, выращивать тоже под заказ сетей Российской Федерации для поставки в дальнейшем и для внутреннего рынка, конечно. Центральным элементом комплекса станет предприятие глубокой переработки. Оно даст возможность перерабатывать практически всю сельскохозяйственную продукцию, выращиваемую в Абхазии, включая цитрусовые, хурму, киви и другие культуры. Такой подход позволяет не только увеличить добавленную стоимость, но и снизить зависимость от внешних рынков и ценовой конъюнктуры. Когда я говорю глубокая переработка, это подразумевает себя первое, конечно же, если эта продукция позволит делать, допустим, если цитрусовая, это можно делать цитрусовые концентраты. Если там хурма, то сублимированная продукция. То есть у нас ассортиментная линейка настолько большая, что мы за счет этого у нас себестоимость продукции выпускаем будет в разы дешевле. Мы даже в некоторых случаях можем демпинговать с конкурирующими компаниями, которые завозят продукцию в Россию, даже невзирая на площадя, невзирая на объемы, потому что у них узкого направления продукции, а у нас получается, что ассортимент линейки переработки очень глубокий. Отдельный блок – аквакультура. Речь идет о создании установок замкнутого водоснабжения, которые позволяют выращивать широкий спектр продукции – от традиционных видов рыбы до высокомаржинальных и пока слабо представленных на рынке позиций. Такой подход ориентирован на импортозамещение в России и освоение новых ниш в Абхазии, при этом не создавая прямой конкуренции уже существующим хозяйствам. Чтобы подготовить блок медиа-устрицы, мы, для понимания, 3 года почти занимались подготовкой нормативных документов. Плюс Роман Саидович Твар очень нам сильно помог. Он подготовил акватории, которые подходят именно под выращивание медиа-устриц. Также, чтобы найти хороших специалистов, мы ездили и в Северную Корею, и во Вьетнам, и в Израиль, и во Францию, и в Болгарию. И мы пока нашли специалистов, которые будут делать это нам под ключ. И в чем кардинально отличается, допустим, устричная ферма обычно от того, что мы сейчас будем это делать, это тем, что это будет промышленное производство. В плане того, что там будет обслуживать ферму не просто там аквалангисты и так далее, а будут построены специально под фермы 2 катамарана больших, которые будут, и полуавтоматизированная будет площадка, которая будет делать калибровку, посадку и обслуживание ферм на воде. То есть это очень, за счет этого будет снижение и себестоимости, и увеличение объема готовой продукции. Почему мы отталкивались от дорогих пород рыб, сортов и от нетрадиционного рыбоводства? Потому что, первое, мы не хотим мешать только нашим рыболовецким хозяйствам, которые только начали развиваться. Мы, наоборот, хотим помогать всячески в качестве хорошей, доступной рыбного корма. И поэтому мы выбрали это направление. И опять же, потому что это полное импортозамещение, которое на территории России еще не развито, это направление не особо развито. Специалистов по креветкам, специалистов по австралийским ракам, по манговым крабам однозначно будут у нас с Вьетнама.
Одним из ключевых элементов проекта станет производство кормов, как для рыбоводства, так и для животноводства. Сегодня именно корма формируют основную часть затрат в рыбной отрасли. В рамках нового комплекса их планируют производить из собственных ресурсов, включая отходы сельхозпродукции и аквакультуры. Это позволит не только снизить себестоимость, но и повысить устойчивость всего аграрного сектора. То есть, когда у нас получается, что отходы от сельхозпродукции, отходы от медиаустричной фермы, это получается свои корма, и что в разы уменьшает себестоимость продукции, выпускаемой на территории Абхазии не только нашим предприятиям, и мы однозначно будем поддерживать и все рыбоводческие хозяйства за счет низкой цены и высококачественной продукции кормов. Важное место в проекте занимает тепличное хозяйство. Производство будет ориентировано на конкретные заказы российских торговых сетей, что позволяет заранее формировать сбыт и снижать рыночные риски. При этом технологическая модель вновь строится по принципу замкнутого цикла. Отходы аквакультуры используются как удобрение. При промышленном подходе получается, что немало будет не кондиции порчи, а мидии, устрицы – это самый лучший белок и кальций. Поэтому мы его используем во втором блоке, и это будет наша продукция, которая реально будет высококачественной за счет экологических наших отходов от фруктов и за счет мидии, устрицы, которые реально намного по вкусовым качествам намного лучше, чем, допустим, даже в Средиземном море, потому что там соленость намного больше, у нас намного меньше. В продвижении проекта активную роль сыграли власти Абхазии. Президент, члены кабинета министров, глава администрации Чемчирского района и руководство РЭЦ. Они оказали, Бадр Зурабович, они оказали очень существенную поддержку в плане организационных моментов, потому что, так скажем, за год было оперативно все подготовлено с их стороны, по максимуму все возможно они нам сделали. Даже выезжали на переговоры с потенциальными компаниями, которые будут финансировать. И есть понимание руководства РЭЦ, что это значимый проект, и они нас поддерживают точно так же, как руководство Абхазии. Более того, они из всех блоков дали одобрение на предварительное рассмотрение. И в первую очередь мы предложили, конечно, рассмотреть блок по переработке глубокой фруктов и эфиромасличных, потому что это более значимо для нашего государства. Потому что если у нас на заводе будут работать до 35-40 человек, то фактически остальное сельское население до 30 тысяч, они будут косвенно задействованы в данном проекте. И вот это будет давать мультипликативный эффект для всей экономики. Авторы проекта подчеркивают, одна из ключевых задач – вовлечение сельского населения в экономику. Планируется закупка продукции у фермеров, включая некондиционные плоды, которые сегодня часто не находят сбыта. Более того, компания готова в отдельных случаях поддерживать закупочные цены, чтобы обеспечивать стабильный доход сельчан. Чтобы он не был в ущербе, мы будем делать в некоторые периоды, когда не урожайные и так далее, мы будем даже добавлять рыночную цену, для того, чтобы скупать все. А опять же, здесь получается, что вся некондиция, здесь получается, что и там только не гнилая продукция, там порча вся, и от клопа и так далее, то есть мы все подряд берем. И с завышенной ценой, чтобы у населения было заинтересовано заниматься. Мы тем самым делаем подушку для каждой семьи, которая живет в селе. Вопрос, как бы это громко не звучало, с Божьей помощью, если все у нас получится, а я думаю, получится, вопрос занятости, вопрос поиска средств для проживания в селе будет частично в большей степени закрыт. У каждого сельчанина будет выбор продать продукцию, если он сможет самостоятельно, однозначно, но опять же те вопросы, что были на границе, не пропускали или что-то, это все вопросы будут закрыты, человек комфортно будет, спокойно понимая, что он в течение года, что он вырастил и будет знать, сколько он иметь будет за 1 год. Дополнительным направлением станет развитие эфиромасличного производства, сегмента, который ранее практически не был представлен в Абхазии. В условиях импортозамещения это направление рассматривается как перспективное, с возможностью поставок продукции в фармацевтическую и химическую промышленность Российской Федерации. Эвкалипты, это будет лавровый лист,
Это будут, также мы будем с химическими заводами, которые производят бытовую химию, и фармацевтическими заводами заключать договора, в первую очередь, конечно, с российскими, на потребность масел, там, начиная с лаванды определенных видов. То есть это направление тоже будет перерабатываться на этом заводе. То есть это универсально, высокоэффективно, с использованием новых технологий. Такого завода, 2 есть в Европе, но 3 будет у нас. Проект включает и цифровую составляющую. Планируется внедрение системы прослеживаемости продукции. Покупатель сможет получить полную информацию о происхождении товара, включая условия его производства. Это должно повысить доверие потребителей и конкурентоспособность продукции на рынке. Фишка нашего приложения. Если, допустим, по QR-коду ты фотографируешь, сканируешь и смотришь, там, допустим, данная продукция, допустим, у нас черная икра у нас будет, допустим, и ты сканируешь QR-код, и ты смотришь там не только состав там и так далее, и когда было выпущено. Здесь эта возможность позволяет там от 3 до 5 секунд роли показывается, как он фасовался на предприятии. И далее фишка, в онлайн-режиме можно смотреть, как выращивается данная продукция. И мы планируем вот эти камеры поставить везде, и там на переработке фруктов, на тепличном, под водой в акватории, в УЗВ. То есть это будет, когда на сегодняшний день рынок очень, конкуренция большая, однозначно потребитель рядовой будет выбирать ту продукцию, которую он будет видеть и понимать, как она произрастала, в каких условиях. И мы будем продвигать наш бренд «Эко». Абхазия. Финансовая модель проекта уже сформирована. Проведена независимая экспертиза, подписан соглашение с Российским экспортным центром и Внешэкономбанком. Первый этап оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. При этом заявленный срок окупаемости составляет около 3 лет, что считается достаточно высоким показателем для агропромышленных проектов. Это Российский экспоцентр и Внешэкономбанк. Это госкорпорация, которая занимается финансированием проектов за пределами Российской Федерации. Соглашение было подписано трехсторонне между Министерством экономики Республики Абхазия, также подписантом является генеральный директор АОПК «Золотой берег» и, соответственно, представитель РЭЦ. Это рамочное соглашение в последующем, которое перерастает уже в долгосрочную работу, то есть будут выделены необходимые лимиты на реализацию первого блока проекта. То есть общая стоимость первого блока составляет более 1,5 миллиарда рублей. Блок у нас делится на 2 этапа. В первом этапе и во втором, в принципе, основные затраты – это закупка оборудования, так как оборудование имеет свою специфику и будет делаться, в принципе, под заказ. Реализация проекта запланирована в селе Адзюбжа. Выбранная площадка обеспечивает в том числе и логистические преимущества. Для инфраструктуры самое идеальное место, потому что там ЖД, там республиканская трасса, там подключение подстанции недалеко. Мы не мешаем никаким другим инфраструктурам, не соприкасаемся. И однозначно, конечно, это близость аэропорта. Потому что некоторые категории, некоторые виды продукции, которые в дальнейшем будут использоваться, мы можем даже спокойно, даже в живом виде отправлять его через наш аэропорт в Москву. Комплексный характер проекта, ориентация на замкнутый цикл и экспорт, а также вовлечение местного населения делают его одним из наиболее амбициозных в экономике Абхазии. В случае успешной реализации он может не только снизить зависимость от импорта и повысить продовольственную безопасность, но и стать локомотивом развития сельских территорий, создавая новые рабочие места и формируя устойчивую модель экономического роста Абхазии. Марианна Котова, Сосрыква Гухава, Абаза ТВ.